Команда собралась из двух больниц. Это РКБ и 7-я городская больница. Таким составом отправились татарстанские врачи в августе прошлого года в Луганскую Народную Республику. Возглавил бригаду мобильного комплекса Ильфак Кермиев, врач-невролог РКБ. Вспоминает, работать пришлось под взрывами. Машину постоянно проверяли на наличие взрывчатки. Люди сразу не поверили, что к ним приехали оказывать бесплатную медицинскую помощь. Когда первые пациенты приехали, у них первый вопрос был, сколько мы должны вам платить, сколько это будет стоить. Но для нас это был шок, когда мы объяснили. И вот когда ручеек вот этот пошел, и потом начало работать сарафанное радио, пациенты уже приезжали нам очень много. И с каждым днем все, поток их рос. Мобильную поликлинику установили недалеко от Лисичанска. В сам город проехать было невозможно и небезопасно. Жителей на осмотр привозили на своем транспорте. Мобильная поликлиника работала на автономном источнике отопления и электроэнергии. Мы были готовы к сложностям, потому что нам заведомо сказали, воды не будет, газа не будет, света не будет, связи не будет. Кто готов, едет, кто не готов, можете сразу встать и уйти. Заднюю никто не дал, конечно, все поехали. Сегодня герои-врачи в одном зале. 59 медиков, профессионалов своего дела. Тех, кто самоотверженно отправился помогать населению Донбасса. Благодарит за их мужество Фарид Мухамедшин. Ваши порывы и ваш профессионализм и оказанная помощь, она отзывается благодарностью в сердцах татарстанцев и гордостью за вас, и руководству республики, и нашему населению. Эльмира Номина, педиатр с 32-летним стажем, работала в ЛНР в ноябре и декабре. Они проводили медосмотры в детских садах и школах. Вернулась в Татарстан только ночью 31 декабря. Вот такой индивидуальный подход был к детям, человеческий. И они это видели, и даже вот старшие говорили: спасибо большое, вам не страшно было? Хорошо, что вот вы, несмотря на всякие страхи, к нам приехали. У нас не было такого никогда в жизни. Вот, это даже 17-летние говорили. То есть за 17 лет ни разу такого не было, чтобы вот с головы до пяток их всех посмотрели. За 2 месяца врачи оказали медицинскую помощь 4000 детей. 120 человек детей мы проводили за день. Один раз было 160 детей посмотрели, то есть самый сложный день был для нас. Не только по факту за свою безопасность боишься, за безопасность и детей. То есть, учитывая, что большое количество детей, скопление во время медосмотров именно в каком-то учреждении, это является, так сказать, опасностью не только для врачей, но и для них, в первую очередь для детей. То есть в любой момент эта информация могла, так сказать, попасть в руки врага, и они могли бы что-нибудь с этим сделать. Благодарности от жителей Лисичанска передала Неля Гордиенко, уроженка Зеленодольского района, но уже десятки лет живет в Лисичанске. Она подарила Фариду Мухамедшину почтовую марку в честь освобождения города и книги о Донбассе. Когда приезжали туда на медосмотр, они удивлялись, что врачи такие добродушные, открытые, профессиональные и бесплатно дают лекарства. Инициатор этой встречи Татьяна Ларионова, депутат Госдумы, тоже побывала в ЛНР и видела, как оказывалась медицинская помощь. Я видела, насколько эта помощь необходима жителям, видела, насколько благодарны жители, насколько сами врачи искренне, душевно, профессионально относятся к своей работе. В зале сегодня не все врачи, которые помогали населению Донбасса. С января в ЛНР работает обновленный состав медиков. Вероника Гайнудинова, Алмаз Зиадинов, ТНВ, Казань.